Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы искренне признательны вам, что сегодня в такое сложное эпидемиологическое время вы нашли возможность присутствовать сегодня в этом зале и принимать участие в работе круглого стола, посвященного новой модели избирательной системы. Цель нашего круглого стола – это обсуждение проекта новой модели избирательной системы. Мы неоднократно задаемся вопросом о том, отвечает ли нынешняя избирательная система современным запросам общества. Если нет, то что мы должны для этого сделать? А именно, мы должны выработать ту новую модель избирательной системы, которая действительно будет отвечать интересам абхазского общества. И для этого мы предлагаем создание постоянно действующей структуры Конгресса народа Абхазии для взаимодействия власти и общества. Для открытия работы нашего круглого стола и для первого выступления предоставить слово директору Центра социально-экономических исследований, депутату Верховного Совета парламента Республики Абхазия 91-96 годов Домене Олег Несторович. Объединение народа в единый монолит позволило в тех непростых условиях успешно провести выборы в Верховный Совет Абхазии, выиграть войну, выстоять блокаду, принять Конституцию, избрать президента, преобразовать Верховный Совет в парламент, Народное собрание республики и сформировать другие органы государственной власти и управления. В возрождении суверенной абхазской государственности общественное движение Айтглара и созданный на его основе союз играли решающую роль. К сожалению, после войны, в силу разных причин, ей не удалось возобновить свою деятельность, вследствие чего образовался определенный вакуум в сфере живого взаимодействия власти и народа. Попытки политических партий заполнить этот вакуум в силу их слабости пока не дают желаемого результата. Заполнить его стали различные группировки, которые формировались, как правило, по своим узкокорпоративным интересам. Они, разумеется, служить интересам общества не могут. Этот процесс все еще продолжается, что ведет не к укреплению общества, а к распаду его. Тем самым потенциал народа остается, хотя и остро востребованным в жизни общества, но в то же время неиспользованным. Нет здесь установленного формата, по которому народ мог реализовать себя, где он и власть могли вступать в живой и непосредственный контакт, общение и обсуждать наболевшие проблемы в жизни общества, как это было в начале 90-х годов прошлого столетия. По существу народ оказался в определенной степени отстраненным от политической жизни общества, что не соответствует не только его культурно-историческим традициям и ценностям, но и нормам, предусмотренным в действующей Конституции. Она определяет политический и правовой статус народа как основу государственной власти в стране. Однако механизмом его реализации, за исключением права его на участие в голосовании, в законодательстве не предусматриваются. Более того, депутат, которому избиратель передает часть своих конституционных полномочий, фактически перестает быть зависимым от него. Образовавшийся во взаимодействии власти и народа пробел уже стал одним из дестабилизирующих факторов, ведущим к противостоянию между ними и тормозящим развитие общества. Чтобы устранить этот пробел и выйти на перспективы развития страны, необходимо, как нам представляется, создать общественное движение «Конгресс народа Абхазии». Цель Конгресса – сплочение народа Абхазии в единую силу для обеспечения безопасности и благополучия общества, укрепление его жизнеспособности в условиях нарастающих внешних и внутренних угроз. Задача Конгресса – активное содействие проведения внутренней и государственной политики, укрепление государственной власти, улучшение качества управления. Б.
восстановление правового и социального порядка, решение проблем занятости населения, укрепление культурных ценностей, улучшение качества жизни человека, обеспечение информационной безопасности и другие. Механизмы решения задач содействию укреплению взаимосвязи власти и народа. Конгресс не может не нести ответственности за судьбу Отечества. Он должен служить интересам общества и обладать определенными полномочиями. В условиях фактического отсутствия эффективной деятельности политических институтов ему предстоит выполнять их функции. Так было в начале 90-х годов прошлого столетия. Чем больше сила Компартии слабела, тем больше ответственность Айтгылара возрастала. Конгресс должен осуществлять свою деятельность в соответствии с действующей Конституцией, законодательством и принятым им положением, уставом. Что собой представляет Конгресс? Он состоит из 350 членов, избранных избирателями в 35 округах, что определяет его легитимность. В его состав должны быть избраны опытные специалисты в социальной сфере и ведущих отраслей экономики, люди, пользующиеся заслуженным авторитетом в обществе с учетом полувозрастного и этнического состава населения страны. Конгресс – это по существу институт выборщиков, который может и должен способствовать качественному отбору кадров при формировании органов государственной власти и управления особенно, парламента в частности. Такой институт, как известно, используется во многих странах мира, в частности и в Соединенных Штатах Америки. Он важен нам, поскольку наш избиратель далеко не всегда понимает, каким требованиям должен отвечать кандидат, за которого он собирается голосовать. Уместно отметить, институт выборщиков вполне соответствует нашей культурно-исторической традиции, и возрождение его востребовано самой нашей жизнью. В определенной степени этот опыт был использован во время выборной кампании в 1991 году, что позволило, повторяю, успешно решить стоявшую тогда перед нами задачу. Однако практика, сложившаяся в этой сфере в послевоенное время, на поверке оказалась ущербной и подрывает основы не только абхазского парламентаризма. Не раз мы поднимали перед руководством страны вопрос об использовании опыта довоенного времени, но понимания его важности, к сожалению, не находили. Недавно представители абхазской общественности встретились с президентом Абхазии Асланом Георгиевичем и поделились с ним со своим видением выхода из сложившейся в стране ситуации. Состоялся откровенный и обстоятельный разговор. Предложение, с которым мы пришли к президенту, им был поддержан. Именно это предложение сегодня предлагается для обсуждения вашему вниманию. А вам предстоит принять непростое решение о том, что и как следует дальше делать. И самое главное, кто будет это делать. Абхазия маленькая страна, а ее население полиэтническое уже 1,5 столетия. Ни одна этническая община изолированно от другой выжить не может. Только объединившись в единую силу, каждая из них может выжить. Это реальность, с которой надо считаться. Объединение их в единый народ альтернативы не имеет. Так действовали наши предки, когда они восстанавливали абхазскую государственность в начале прошлого столетия. Так действовали и мы, когда подверглись военной агрессии в конце того же столетия. Только объединившись в единую силу, мы можем наращивать свою жизнеспособность и найти возможные механизмы противостояния как внешним, так и внутренним угрозам. Аԥхьа инаркны исҳәарц исҭаху ари идеиа нас алацәажәара салахәын саргьы ахы инаркны издыруеит хықәкыс иамоу, сара схықәкыла сзадгылагьы илкааны исымоуп, еиҳараӡакгьы Олег Несторович иқәшәыргылаз азҵаарақәа рҭак аҟаҵарала. Иаҳҳәап, шәара убыс ишәҳәеит, нас ажәлар реидгылара, аамҭа ҿыц иақәшәо ауаажәларатә еиҿкаарақәа реибыҭара, Аԥсны аҳәынҭқарратә интереси, амилаҭ интереси нарықәыршәаны, убри аганахьала избан сара хаҭала
сзадгылоуп реиҿкаара абри аидеиа. Аԥхьаӡа иргыланы рҵаҩык иаҳасаб ала, аҵара система иадҳәало лаҳасаб ала, апарламент аусураҿы жәаҳәарада даара аҵакы амоуп аҵаратә политика аиҿкаара, ҳаамҭа иақәшәо, ҳҳәынҭқарра иақәшәо, ҳмилаҭтә интерес иақәшәо, аҩныҵҟатәи ҳара ҳаԥсҭазаара аиҿкаара иақәшәо, ҳарӷәӷәара зыҳәан, ҳаиҿкаара зыҳәан арҵаҩы лажәа, арҵаҩы лхәыцра, арҵаҩы лроль ауаажәраҿ иааннакыло даара ҭыԥ ӷәӷәоуп, иааннакыло ҵакы ӷәӷәамоуп. Иаҳгәалаҳаршәап аԥхьа ргыланы ҳара ҳҭоурых аҩажәатәи шәышықәсазы абасовет мчра-нышьақәа гылаз арҵаҩы иааникылоз ароль, аҳәынҭқарратә аиҿкаараҿы, жәлар реизараҿы, аҳәынҭқарратә усурҳәарҭақәа рҿы зехьынџьара ицәыргаз, амаҵ зуаз, аус зуаз, аҵара змаз арҵаҩцәа ракәын. Убысҟантәи аамҭа азыҳәан, убысҟантәи аҳәынҭқарра аусзуҩцәа апарламент аҿы иалахәыз Аԥсны аҳәынҭқарра зҵаара шаҟа рхы рыԥсы зышьҭны, шаҟа патриот нагӡаҳа ажәа нас уи сыздырам акритериақәак сзыԥшаауам, аха русурақәа рыла убри аҩажәатәи ашәышықәса убысҟантәи азахьанҭара, убысҟантәи азеиҿагылара рҽақәыршәаны шаҟа Аԥсны ахьӡ ҭыркыз Аԥсны аҳәынҭқарра аиҿкаараҿы ишьҭарҵаз ауасхыр арҵаҩцәа роуп иҳараӡагьы изылшаз, аҵара змаз иҳараӡагьы лбаса ахьӡ рыман, лбаса роль ҳаракын ауаажәлараҿы. Иахьатәи иҳараӡагьы абри конгресс ҳашәызҿу аҿы сара гәаанагара сымоуп, шәара шәазҿлымҳахап ҳәа арҵаҩы лцәыргара, арҵаҩы апарламент аҿы лнеира аунаршот ҳәа сгәы иаанагоит, избанзар иахьа иҟоу аилыхара ҳахәаԥшыр даара игәаӷьыцәгьоуп, даара ихьанҭоуп арҵаҩы лнеира апарламент аҿы. Убри аганахьалоуп сара жәақәак исҳәарц исҭаху, неҩсан ишәзеиӷьасшьоит ақәҿиара, сгәы иаанагоит аконгресс аидеиа анарха аиуп ҳәа ажәлар рыдыркылап ҳәа сара рҵаҩык лаҳасаб алоуп сзадгыло. Конечно, идея вообще изначально, оно нами поддерживается. Нам кажется, что это на сегодняшний день вообще народ, мне кажется, что люди ждали этой идеи. И что такое выборы? Выборы – это нахождение компромисса между людьми, вот для нашего маленького государства, разной национальности, разного вероисповедания и разного мнения. Если этот компромисс будет найден, тогда будет сформирован адекватный парламент, который будет отражать интересы в целом всего общества. Не только предпринимательских кругов, но в целом всего общества. Мы многоэтническое, многонациональное государство, и очень важно формирование парламента, это учитывать. Вот Олег Несторович подметил, что в чем была сила Айтгылара, что Айтгылара смогла сплотить всех. И вы сами видите, в какой критической ситуации, когда стоял вопрос быть или не быть, мы выжили, выдержали именно благодаря вот такой, я бы сказал, сбалансированной, грамотной политике. И этот опыт имеет право сегодня быть применен более реформированно, адекватно в сегодняшней ситуации. Но я не считаю, что в парламенте обязательно должен быть как бы бизнесмен или представитель парламента. Конечно, если есть соответствующее лицо со своим уровнем, очень много грамотных ребят, сейчас я не хочу каждого называть, попадет, будет хорошо, если не попадет, желательно, понимаете, как в принятии решений, чтобы учитывалось мнение. Вот государство, как регулирующий орган, тем более законодательный орган, это основной регулятор, когда принимает решение касательно какой-то отрасли, обязательно должно быть выслушано мнение, услышано людей, представляющих эту отрасль. Можно не учитывать их мнение, но они должны быть услышаны. К сожалению, у нас некоторые законодательные акты принимались, вы знаете, в течение суток, в течение одной ночи. Даже вот есть такое понимание, как на коленях принимали. Мне хотелось бы вновь формирующийся парламент, чтобы вот так скороспешно принимал какие-то решения, оно должно проходить определенную процедуру экспертизы и так далее. Но общество с самой совершенной правовой системой, самой, скажем, сильной правоохранительной системой не может навести порядок, где отсутствует нравственность,
В безнравственном обществе люди не будут жить по закону. Поэтому этой сфере, этому законодательно нельзя ее создать, но тихо-тихо мы должны возвращаться к нашим традициям. Все успешные государства, где сохраняются есть традиции, и не потому, что я представляю бизнес-сообщество, но где поддерживается предпринимательское сообщество, эти государства всегда успешны. Если и государство, и общество будет относиться с пониманием, я не буду говорить о роли бизнеса, это все тут грамотные люди, все понимают, что это драйвер экономики, это рабочие места, это, в конце концов, покупательная способность населения и так далее. Поэтому я думаю, Олег Нес, я хочу, во-первых, поблагодарить всех тех, кто вот эту идею выдвинул, поблагодарить вот за тот энтузиазм, за ту, знаете, вот веру, что можно что-то у нас поменять, можно изменить и можно создать парламент именно народного доверия, чтобы люди говорят о парламент народный, а не отражающий интересы определенных кругов. Общественно-политическая мысль в предвоенные годы Абхазии была направлена на противостояние той угрозы, которая надвигалась на нас из Тбилиси. В это время национальная элита смогла создать мощное общественное движение Айдгылара, о котором уже здесь говорилось, вокруг которой были объединены практически все этнические группы Абхазии. Важное место в объединении сыграла русская и армянская община. Они были численно достаточно весомыми. Движение сыграло огромную роль в мобилизации населения к противостоянию агрессии Грузии против нашей республики. Неоценима роль движения в формировании первого парламента. Этот опыт мы не должны забывать. Можете себе представить, что мы договорились с непростым человеком, каким тогда являлся президент Грузии Гамсахур Диазвят. Мы договорились о формировании парламента по квотам и провели это мероприятие, как мы и планировали, так и результат у нас и получился. Неоценима роль движения в формировании первого парламента, я еще раз повторюсь, даже после раскола законодательной власти мы смогли сохранить легитимность народного собрания. А это было сделать весьма было сложно. Парламент стал единственной властью, который смог соединить в себе и законодательную, и исполнительную функции власти. Это было велением временным того периода. И мы, депутаты, одновременно занимались еще вопросами исполнительной власти, вопросами армии, войны и так далее. Много задач легли на наши плечи. Это было не так просто, но я должен сказать, что мы смогли это выдержать. Война требовала сосредоточения всех сил и резервов на противостояние агрессору. Парламент справился с этой задачей, народ Абхазии победил. Послевоенная политическая жизнь в стране сложилась таким образом, что народное движение Айдгылара могло стать оппозиционной силой. Оно могло привести к расколу в обществе. Айдгыларе стало тесно во внутриполитической жизни страны и могло стать сильной помехой в уже складывающейся политической ветеранской конъюнктуры. Это были тревожные времена. Движение самораспустилось. Как показывает время, это было единственно правильным решением того периода. Мы смогли уйти от раскола в обществе, от противостояния. Не хочу давать обширную оценку послевоенным событиям, боюсь, это уведет меня далеко от повестки дня, но хочу отметить еще раз, что вектор нынешнего состояния нашего общества складывался еще тогда, и мы пожинаем эти плоды. Я с сожалением говорю об этом. Противостояние ветеранских политических сил, ведущих к частым сменам власти, деградировало всю систему политической жизни Абхазии. На сегодня мы имеем печальный итог раздрая последних 20 лет. Люди устали, у многих полная апатия. Как выйти из этого состояния? С чего начать? Из всех обсуждаемых в последнее время идей самым перспективным видится создание Конгресса народной Абхазии во имя объединения. И не только во имя объединения, а для решения очень важных государственных задач. В него должны войти все этнические общины страны. Конгресс должен стать центром политической мысли и генератором идей. Он должен стать объединяющей силой общества
в реализации конкретных задач. Это начало больших дел. Одним из основных задач Конгресса мы видим во взаимодействии со всеми ветвями власти. Важно сделать нормы обсуждения важных государственных задач не на улице, не на митингах, а в зданиях государственных учреждений и в первую очередь на площадке парламента. Ведь парламент – это ключевая ветвь в системе государственной власти. Он определяет правила игры, то есть принимает законодательные акты, по которым живут наши граждане. Сколько бы мы ни говорили о несовершенстве закона, о выборах, мы с вами несем ответственность за качество избираемых депутатов. В том негативе, исходящем из парламента последних лет, нет вины самих депутатов. Они позволяют себе столько, сколько мы им позволяем. Что говорят люди, которым не безразлична судьба страны? Какими критериями должен отвечать будущий депутат Народного совета? Их можно перечислить, это немного пунктов. Начну с первого. Моральную безупречность человека, образование, опыт по специальности, опыт работы в общественно-политической жизни страны, необходимость прохождения кандидатов в депутаты через многоступенчатый фильтр надежности, наличие в нем государственного мышления. Это крайне необходимо. На мой взгляд, нам необходимо рассмотреть такие важные вопросы, как принятие закона о праве на отзыв депутатов, переведя его в соответствии с нормами конституционных требований страны. Не забывайте, второй пункт Конституции говорится, что сегодня единственным носителем власти является народ Абхазии. Избрав депутата, он этот статус теряет. Мы должны его восстановить, вернуть обратно. Становится необходимым, как бы это странно ни звучало, подготовка законопроекта о сложении депутатской неприкосновенности. Уверяю вас, наша территория не огромная, между Псоу и Ингуром. Эта неприкосновенность, она не решает основные задачи, а многим она очень нравится, и потому они очень хотят попасть в парламент, имея неприкосновенность. В составе будущего парламента должны быть представлены равными пропорциями женщин и мужчин. Мне просто было интересно опыт работы в этом плане в арабских странах, такие как Иран, Эмираты, Иордания, Кувейт, Ливан. 50% в этих парламентах женщины. Роль женщины в войну и послевоенные годы, я бы мог очень долго говорить, но скажу одно. Да, войну выиграли мужчины. А голод послевоенный, который могло быть у нас, от голода населения спасли наши женщины. И если посмотреть сегодня на деловую активность женской части населения, то я убеждаюсь, буквально из года в год женская активность деловая быстрее растет, чем мужская активность. И потому было бы хорошо, чтобы в нашем парламенте эта пропорция была бы сохранена. Наверное, здесь нет необходимости убеждать вас об изъятии всех служебных машин депутатов корпуса. Можете себе представить, 35 машин обслуживают наших депутатов. Здесь уместно отметить запрет права на ношение огнестрельного оружия нашими депутатами. Почему именно я на эти вопросы акцентирую ваше внимание? Вы обратите внимание, пожалуйста, заседание нашего парламента сегодня проводится при наличии огнестрельного оружия на поясе у наших депутатов. Вы понимаете, что это может очень плохо закончиться когда-то? Не нужно оружие. В парламенте ни один человек не должен иметь право на личную охрану. Не нужно нашего главу парламента охранять. Он народный избранник. Весь народ дал ему свой мандат. Какая охрана нужна сегодня депутату? Для безопасности наших граждан есть соответствующие службы. Слава Богу, они в последней Абхазии показывают достаточно свою эффективность. Надо будет рассмотреть вопрос о компенсации в виде высокой заработной платы будущим депутатам. Вы же скажете, они же не филантропы, они каким-то образом должны жить, отказываться от служебных машин, каких-то других льгот и так далее. Конечно, эти средства можно найти за счет внутренних резервов самого парламента, за счет сокращения на транспорт, водителей, бензин, охрану и так далее, и так далее. Там наберется немаленькая сумма, и мы могли бы достойно оплачивать нашим будущим депутатам
достаточную зарплату. Пользуясь случаем, хочу обратиться к лидерам общественно-политических партий, к моим друзьям, с кем я воевал, которых я хорошо знаю. Я хочу просить их, чтобы им был хорошо изучен опыт общественного движения Айтгыла и причины его самороспуска. И я думаю, пришло уже время, когда надо этот опыт хорошо изучить. Почему Айтгылар поступил так? Хочу обратиться ко всем ветеранам войны, в первую очередь героям Абхазии, к нашим офицерам и генералам, с просьбой поддержать данную идею, ибо наша страна сделала все возможное, чтобы вы, мои дорогие, занимали особое место в нашем обществе. Вы у нас впереди, вы в почете, мы вас любим, мы вас уважаем, но надо подумать еще об обществе, надо подумать о жизни наших граждан, надо им помочь. И ваша здесь помощь будет очень неоценимой. Уважаемые друзья, заканчивая свое выступление, я хочу процитировать моего любимого тренера: «Я вижу цель, не вижу препятствий». Это должны сделать мы, а кто еще? Могу поделиться нашим опытом, который у нас возник, когда у нас возникла такая ситуация, когда мы объединяли все наши русские общины, и мы столкнулись с такой позицией, как нам их объединить и что нам для этого сделать. Поэтому, как заместитель председателя КСОРСа, как юрист, я могу сказать, что мы организовали такую организацию, как КСОРС. Да, КСОРС, который объединяет 19 русских общин. В КСОРС входят руководители объединения российских соотечественников, имеющие юридический статус. Мы 5 сентября 2020 года провели страновую конференцию русских соотечественников и утвердили типовые правила КСОРСа в качестве уставного положения. Руководствуясь решениями всемирных конгрессов, международных и региональных форумов российских соотечественников, 19 организаций приняли решение, что КСОРС является общественным институтом без образования юридического лица и строго в соответствии с типовыми правилами деятельности КСОРС. При этом уважая и строго соблюдая Конституцию и законы и другие нормативные правовые акты Республики Абхазия. Основная задача КСОРС – это объединение всех русских общин. Поэтому сегодня, когда возникает вопрос об объединении всех этнических групп многонационального нашего абхазского народа, то мы с удовольствием поддерживаем и, конечно, очень рады тому, что наконец-то появилась такая общественная деятельность, движение общественное, что объединяет весь наш многонациональный народ. Добрый день, уважаемые присутствующие круглого стола, уважаемые депутаты Золотого парламента, которые находятся здесь. Для нас должно быть этот пример. Действительно, то, что сегодня создается, и сегодня очень большое внимание по избирательной системе, по парламенту, я хотел бы сказать, что это очень важный момент и нужный момент. Есть время, когда можно полностью подготовиться для того, чтобы парламент, который будет избираться, должны быть действительно люди, которые, в первую очередь, люди, которые должны быть во всех взглядах своих полностью соответствовать, образованы, в связи с тем, что я сам участвовал, непосредственно был избран дважды в парламент, и хочу сказать, что попадают в парламент, потом они поступают в высшее учебное заведение, потом они, вы знаете, да, как это легко делать, когда ты депутат парламента, можешь закончить любой вуз. И вот тогда, когда они получают диплом, они считаются уже полноценны. Я считаю, что прежде чем должны быть, уже говорили здесь, должно быть жесткий контроль. В парламент должны попадать люди, которые психически уравновешены. Не должно быть, извините, наркоманов. У нас сегодня наркоманы не только в парламенте, во всех структурах власти. Это могу четко говорить и могу отвечать за свои слова. Сегодня у нас задача, действительно есть возможность начать с парламента, потому что парламент избирает народ.
Народ, который мы все вместе, Абхазии, мы помним 92-93 год, когда мы были все едины, когда мы делали одно общее дело во имя победы. И мы знаем, сколько наших братьев и сестер погибло. И этот парламент, который сейчас на следующий год, я думаю, что народ Абхазии должен четко понимать, чтобы избирали не по, открыто говорю, мешка сахара или какие-то вещи, или там какие-то ямочные ремонты делают, и для того, чтобы попасть. А потом говорят, как нам эти деньги отработать. И потому я хотел бы сказать, что именно надо, действительно есть время, когда можно это все сделать, чтобы мы показали свое лицо, что парламент Республики Абхазия народным избранным, и они должны нести ответственность. И то, что предлагалось здесь, конечно, есть моменты, когда совсем тоже нельзя депутата парламента исключить от всех. Ну, есть моменты, которые я придерживаюсь, потому что 10 лет бываю в парламенте, я тоже кое-что понимаю, знаю. Дать возможность депутатам полноценно работать. Единственное, я хочу сказать, что бы мы ни делали, должно быть народ Абхазии единым. Благодаря нашему главнокомандующему, председателю Верховного Совета, нашему легендарному Владиславу Григорьевичу, при его жизни парламент у нас был многонациональный. Не вписанный закон или вписанный, не имеет значения. Но последние два парламента мы должны, в первую очередь, те, которые от кого зависят, от власти, от парламента. У нас есть, мы все знаем, что судебная власть, законодательная, исполнительная власть. Мы должны сами решать свою судьбу. И кроме нас, за нас никто не сделает, как правильно надо делать. Но просто мы должны немножко, каждый из тебя требовать, что можно, что нельзя. И тогда у нас все будет хорошо. Мы поддерживаем эту идею создания Конгресса народов Абхазии, и чтобы она достигла своей цели, главной цели объединения народов Абхазии, чтобы решать совместно социальные проблемы, экономические, политические, культурные, которых у нас, как известно, есть достаточно и требуют совместного подхода. И мы очень надеемся, что Конгресс также будет, в Конгрессе также будут представлены и представители нашей общины, Гальского района Самурзакана, исторического района, который тоже благодаря Владиславу Григорьевичу Арзенбе сейчас является в таком составе, в каком он есть. Мы выражаем надежду, что задуманное осуществится, что оно будет на благо народу Абхазии действовать, работать и приносить свои достойные результаты. Естественно, мы поддерживаем такую инициативу, потому что давно представители греческой общины, которая раньше была намного больше, чем сейчас, это однозначно, не участвуют, так сказать, в большой политической жизни Абхазии наверху, не имея своих представителей. Но нас не слышат, можно сказать, потому что мы сами, между нами говоря, разразнены внутри общины. Стараемся, проводим мероприятия, проводим встречи, дискутируем. Было бы неплохо, если бы всех слышали, всех принимали мнение, потому что основная наша проблема у греческой общины Абхазии, помимо экономической, она у всех присутствует. Это, будем честно говорить, есть определенные правовые проблемы, которую надо дискутировать, надо развивать. Мы приветствуем, еще раз говорю, открытие данного создания Конгресса народов Абхазии. Всегда взаимопонимание, взаимовыручка, дружба наших народов, это вековые дружбы, она являлась фундаментом стабильности в Абхазии. И я думаю, что этот фундамент надо укреплять. Какими методами, это уже, я думаю, надо рассматривать дальше на дальнейшее. Не дело церковно или священнослужителя навязывать
существования того или иного общества, но мы живем в обществе, и мы не отделены от него. И поэтому свою задачу видим следующее. При формировании каких-либо новых формаций, в том числе и политических, мы обращаем внимание не на форму, а на базисные составляющие. И прежде всего мы предупреждаем относительно необоснованного оптимизма по поводу человеческой природы. Вот с этой самой кафедры я уже говорил как-то, что если у человека есть возможность украсть, он украдет. И если у человека есть возможность обмануть, он обманет и совершит множество других преступлений, если не будет никакого противовеса, если не будет наказания, если не будет порицания, если не будет того, что остановит человека, схватит его за руку. И в этом случае полагаться на совесть, воспитание или какие-либо еще, я имею в виду в области политической деятельности. И мы с вами в какой-то мере все на сегодняшний момент являемся, на наш взгляд, заложниками вот этого стереотипа так называемого хорошего человека. Речь идет о том, что формальный подход, он не работает. Нужно всем понимать, что и в исполнительной, и в законодательной, и в судебной ветвях власти у человека присутствует не только ангельское начало, но и дьявольское. На это нужно особо обращать внимание. Я хочу еще раз напомнить, что отцы-основатели, они были христианами, более того, протестантами, и исходили прежде всего из того, что человеческая натура по природе испорчена. И именно потому, еще раз повторюсь, ветви власти и разделяются, что если все полномочия передать какой-то одной власти, то она, безусловно, станет бюрократичной, но это еще не страшно, коррумпированной. Если передать более 33%, не уравновесить власть как таковую, какие-либо из ее ветвей, даже две, все рухнет. Почему это происходит? На наш взгляд, в светском и нерелигиозном обществе есть одно главное заблуждение, которое, я почему об этом говорю, чтобы предупредить все эти вещи. Потому что мы каждый раз начинаем с чего-то хорошего и приходим, как говорил покойный Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять. Когда будут, возможно, создаваться общественные те или иные формации, которые будут, возможно, также влиять на законодательство вот, в плане избрания людей в наш законодательный орган, мы тоже этим вечным, как они называются, христианским идеям, истинам, чтобы мы их придерживались. Вне зависимости от пола, вне зависимости от возраста, вне зависимости от социального положения и тем более национальности, каждый человек может привнести благо в жизнь нашего общества. Хампада, а конгресс тут затаху. Хампада это хоп, айла парадудза. Ера парламент мачар акумпана, абри консультатив тука хасабала. Ажлар зазходсва, а парламент гизазходсва. А чакала хунткарра Ацбарт это ветвь власти, судебная, ветвь законодательная, исполнительная, а барцы гизаги и разходство, а конгресс тут за такого псны. С самого детства мой отец брал меня с собой на все мероприятия, которые были связаны с ветеранами войны. Мой отец прошел всю войну, кавалер ордена Леона. И я с детства помню, как я сидел на застольях, на собраниях, на каких-то их круглых столах и общениях. Я наблюдал за ними со стороны и уже тогда пытался выработать в себе аналитические возможности. И я помню свои чувства и ощущения. Я помню, что у меня было чувство, что у наших оппонентов перед такими войнами просто не было шансов. Это стальные внутри себя люди, абсолютно простые по своему содержанию, ковали победу непосредственно на поле боя.
Но почему я сегодня об этом говорю, уважаемые старшие? Сегодня я смотрю на вас, и я вспомнил те свои ощущения, и сегодня у меня новые ощущения, связанные с тем, что я понимаю, что у наших оппонентов на политическом поле перед вами не было шансов. Я очень горжусь тем, что мы являемся вашими последователями тех идей, которые вы генерируете, и очень хочу внести свой вклад, в том числе в развитие тех идей, которые вы закладываете. В то же время мне вспомнились слова, если мне не изменяет память, Джордж Оруэлл, который говорил о том, что, ну вот, перефразируя, да, его мысли, мы находимся в такой период, когда говорить правду сродни экстремизму. И в этом контексте я со своей стороны не могу не сказать правду. Давать свое экспертное, скромное мнение по поводу планируемой организации я пока не берусь в силу того, что очень мало вводных данных. Я не буду уходить в сторону вопросов правового характера, потому что мы должны понимать, насколько это будет коррелировать с действующей Конституцией, с теми правами и свободами, которые заложены отцами-основателями нашей Конституции. Безусловно, все это должно стать предметом очень глубокого правового изучения. Но, возвращаясь к тому, вот почему я начал, это, конечно, все мы изучим, на все внимательно посмотрим, но я верю и доверяю тем людям, которые этим вопросом занимаются. И выражаю вам свои искренние человеческие и профессиональные симпатии, желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Мы со своей стороны будем стоять рядом с вами и окажем всяческую поддержку. Идея интересная, надо будет прорабатывать уже детали, наверное, в будущем, мы это будем обсуждать. Вот. Но я так понимаю, что вот та конституция, которая была вами же и принята, да, в свое время, вы же ее и принимали, вы ее создавали, вы над ней работали, над этой конституцией. Сегодня пришло, видимо, время тоже, по вашим словам, что ее каким-то образом скорректировать, привести какие-то новые дополнения или новые изменения. Наши политические силы к этому уже, наверное, готовы. Но какую модель выберем, я не знаю. Пока там есть определенные предложения. Ну вот велосипед, например, изобретать не всегда нужно. Да? Есть разные страны, которые избирают уже модели. Какая нам подходит, надо уже определяться. Я понимаю, что это необходимо, понимаю, что это важно. Вот, поэтому поддерживаю это, готов тоже принять в этом активное участие. Вот, и поддержать. Я здесь один, наверное, да, из депутатов, из наших никого здесь нет. Вот, здесь и критика была в отношении депутатов, наверное, и действующего созыва, и предыдущих созывов. И, наверное, в определенной степени она тоже и имеет место быть, и необходимо тоже, наверное, об этом тоже говорить, конечно. Очевидно, что создание такого идеального парламента было бы в интересах нашего общества. Но для того, чтобы такого консенсуса общественно достигнуть, нужна большая работа. Это нужно с обществом разговаривать. Для такого диалога с обществом не так много времени осталось, хоть кажется еще год до выборов, но нужно найти согласие между политическими силами, общественными организациями, в целом общество, разными этническими группами. В общем, это огромная работа. Если мы сможем это сделать, это было бы хорошо. Конечно, ссылки на тот первый парламент, который формировался до войны, они могут быть таким ориентиром, но надо сказать, что тогда у нас общество было единое. Мы тогда вокруг одной идеи сплотились все. А после войны из Зайтгелера, как из гоголевской шинели, выделились многие политические и общественные силы. И, к сожалению, мы достаточно разобщенное общество. Почему у нас нет такого очевидного развития? Потому что у нас нет единства в обществе. Наша история вся показывает, что мы можем невероятные вещи совершать, и даже война последняя показала, что мы можем гораздо более сильного противника победить, когда мы едины. Но никакое общество не может развиваться, когда у него такое разобщение внутри. У нас в течение почти 30 лет не сформировалась нормальная политическая система в стране.
У нас даже наши партии, люди объединяются не по идейным соображениям. Все наши партии создаются под определенные личности. Значит, и в парламент люди идут не с какими-то идеями. Они поэтому и не хотят связываться с партиями. Они идут как независимые кандидаты, ни с чем не связаны. Они могут лавировать в этой ситуации, договариваться с исполнительной властью. Так у нас никогда не будет реального контроля над исполнительной властью. Самая главная наша задача – это единство. И та модель, которую вы предлагаете, она, конечно, привлекательна. Я думаю, что Конституция и наше выборное законодательство, они друг другу противоречат. И вот поэтому все эти проблемы возникают. Если взять Конституцию, мы сегодня цитировали ее не раз, Олег Несторович, вы ее цитировали, выступающие цитировали. И основной посыл заключается в том, что вторая статья этой Конституции говорит о том, что народ является источником власти в нашей стране. Партия сегодня является источником того, что она может выдвинуть кандидатов в депутаты, либо инициативная группа, которая зарегистрирована на момент уже предвыборной кампании, зарегистрироваться и выдвигать своего представителя. Вот. Это, безусловно, вносит раскол в наше общество. И сегодня на выборах местных депутатов мы столкнулись с тем, что фактически никто не заявил, что он идет от партии. Идут инициативные группы. Общество сегодня не воспринимает партии. Возможно, шаг вперед, 2 шага назад. Создавать вот эту систему мажоритарную сверху, пропорциональную, вернее, сегодня мы должны остановиться. Мы должны как раз идти по пути Конгресса. Народ ждет, какое движение, какое явление в нашем обществе поможет нам выдвинуть людей, которые будут служить нашей стране. Я хотела бы сейчас озвучить этот список организационной группы. Предварительно он у нас есть, за исключением некоторых представителей районов. И если будут какие-то предложения, то мы с удовольствием внесем, рассмотрим. Ближайшее заседание организационной группы мы проведем в первой декаде мая. Да, Олег Несторович? Пресс-конференция для журналистов будет, скорее всего, в понедельник относительно предстоящей работы Конгресса народа Абхазии и многих других оргвопросов, которые нам предстоит решить в течение вот текущего года. Билия Давичичевич, Герман Маршан, Кокоскир Ирина, Лейла Таня, Лазба Фрида, Дбар Лили, Хапат Низан, Кварчия Бесалом, Цушба Амра, Шатипа Хатуна, Мирцхулава Илона, Жилинская Елена, Стас Инал, Константиниди Александр, Тенгиз Джопо и еще представители городов и районов Абхазии. Сейчас вот мы ведем такую работу, переговорную работу относительно их участия, не потому что они не согласны, просто организационно мы собираемся решить. И вот более уже конкретный, полный список мы, скорее всего, озвучим на пресс-конференции, которую мы проведем вот в ближайшее время.